Причина интересно было попробовать. В лет 15 мне под предлогом того, что «а на что будешь курить», я попробовал, получилось так, что спайс. Ну, мне было очень плохо. Но все равно почему-то меня это не остановило. Они не могут даже объяснить, почему, несмотря на жуткое состояние, тошноту, головокружение и боль, их так влечет к этому наркотику. После употребления спайса люди теряют рассудок, выпрыгивают из окон, попадают под колеса машин. Наркоманы могут кричать и выть, бросаться на людей, а после просто ничего не помнить. Чаще всего по прибытию на вызов мы видим выраженнейшее психомоторное возбуждение. Люди крайне агрессивны. У них выраженная тахикардия, очень широкие зрачки, покраснение лица. Либо, когда уже доза очень большая, мы видим уже человека в коме. Сегодня спайс – самый страшный и сильный наркотик. Уже после первого приема в головном мозге происходят необратимые изменения. Человек становится 100% зависимым от этой курительной смеси. Только за 2014 год в России от этого вида синтетического наркотика пострадало более 800 человек. 22 из них скончались. Все погибшие – молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Спайсы — это практически просто яды, которые как бы разрушают и нервную систему, и весь организм в целом. Значительно модифицировались сами спайсы, и значительно изменились эффекты от этих спайсов, связанные с психотропным и соматогенным воздействием на организм. Практически во всех областях мозга существуют рецепторы, которые взаимодействуют с этим видом синтетического наркотика. Именно поэтому после употребления человек может лишиться слуха, потерять память, перестать двигаться. Спайс можно назвать русской рулеткой наших дней. Даже после первой затяжки велик риск остаться инвалидом на всю жизнь. Агрессировал я, как бы. Мать со слезами всегда, ночь не спит, ждет меня. Ну, старели родители на глазах, а мне как-то было, особо я не обращал внимания. Мне вещество дороже было. Левон. Стаж употребления курительных смесей больше 5 лет. Пока только 4 месяца в реабилитационном центре. Признается, психологическая зависимость от спайса гораздо сильнее любого другого наркотика. В моментах, когда, допустим, тяжело с чем-то справиться эмоционально или физически хочется бросить все, как бы. Я учусь отстреливать эти моменты. Но, конечно, это на всю жизнь. Оно будет в эйфорической памяти у меня. Главное уметь работать с ней, отстреливать. Чтобы не допустить беды, сегодня объединились практически все службы – школьные психологи, участковые, педагоги. Зачастую именно им удается первыми забить тревогу и обратить внимание родителей на отклонения в поведении их чада. Но лучше, признаются педагоги, предотвратить, чем столкнуться с этой проблемой лицом к лицу. Ребенка воспитывают с момента того, как мама узнает, что она беременна. Первое, что это безусловная любовь. Любовь без условности. Я люблю тебя просто так. Не за то, что ты приносишь пятерки, не за то, что ты хороший и аккуратный. Я тебя люблю просто так. Больше времени проводить с ребенком. Больше времени отдавать совместным действиям. С девочками чаще разговаривать, с мальчиками больше делать совместные дела. Это очень сближает. Обязательно говорить о своих ценностях. Большую роль играют семейные традиции. Очень важно формировать семейные традиции. Это есть некая привязка. Это то, что может потом спасти от необдуманного поступка. Настя Фоменко – студентка вуза. Сегодня на борьбу с рекламой спайсов вышли те, для кого она предназначена. Уже очень позднее, тем не менее ты выходишь и делаешь это. Почему ты приняла это? Потому что я не только слышала, но и была, как сказать, многие мои друзья рассказывали об этом, и некоторые говорили, что даже пробовали, это было довольно-таки печальная ошибка была это попробовать, поэтому мне кажется, что если я буду это делать, как минимум, может быть, кто-то задумается из моих друзей. Страшно это. Наркотик отберет все. Поначалу оно, первое время розовые очки, и как бы ты думаешь, что ты самый хороший, крутой. Оно кладбище, больница, тюрьма. Вариантов немного.